Добрый день, дорогие слушатели и зрители. В эфире программа «Якутск сегодня» за режиссерским пультом Мария Новгородова и Михаил Эверстов. Уважаемые друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефоны студии 322066 и 321166. Программу веду я, Виктория Баишева. Сегодня мы поговорим на тему, которая касается каждого из нас, но о которой мы часто не задумываемся до последнего момента. Речь пойдет о выходе на пенсию. Многие полагают, что назначение пенсии – это автоматический процесс. Исполнилось, допустим, нужное количество лет, подал заявление и ждешь выплат. Однако реальность такова, что заветная сумма и своевременность ее получения напрямую зависит от того, как мы исполнили домашние задания в течение года или до часа X. Что такое заблаговременная работа? Как не потерять годы стажа из-за нечитаемой печати в трудовой книжке 30-летней давности? И что делать, если предприятие, в которых человек работал в 90-е годы, исчезло со своими архивами? Об этом мы сегодня поговорим в нашей студии. Сегодня гости студии Афанасьев Роман Борисович, заместитель начальника отдела организации заблаговременной работы Управления установления пенсии отделения Социального фонда Республики, Антонина Валентиновна Антипина, главный специалист и эксперт отдела организации назначения и перерасчета пенсий Управления установления пенсий отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия, которые помогут нам разобраться в алгоритме идеальной подготовки к пенсии. И мы пройдем сегодня в течение нашей программы пошагово от проверки личного счета и до исправления ошибок в документах. Итак, первый вопрос для старта. Что официально понимается под термином «заблаговременная работа», для чего Социальный фонд России проводит эту работу? Пожалуйста. Добрый день. Скажем так, что заблаговременная работа, она законодательно еще нигде не закреплена, но это понятие, оно отражено во внутреннем положении работы органов социального фонда и представляет собой комплекс мер по обеспечению полноты и достоверности сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, которые должны будут необходимы для своевременного и правильного назначения страховой пенсии по старости. При осуществлении заблаговременной работы специалисты органов социального фонда проводят комплекс мер по уточнению трудовой деятельности гражданина, а именно осуществляет взаимодействие с прежним работодателем, с архивными учреждениями. И в этом плане гражданин при наступлении пенсионного возраста должен быть подготовлен, качественно, скажем так, подготовлен для, еще раз повторюсь, для своевременного и правильного назначения страховой пенсии. То есть заблаговременная подготовка к пенсии – это очень важный процесс для человека, который через какое-то время выходит на пенсию. За какое время до наступления пенсионного возраста стоит все-таки человеку задуматься о том, что нужно свои документы предоставить в отделение социального фонда? Почему, допустим, за месяц до наступления часа X это поздно? Да, зачастую, гражданин, он обращается в социальный фонд для назначения пенсии только уже перед выходом, за месяц, скажем так, как вы упомянули, за месяц. При этом, при проверке его документов выходит так, что его трудовая деятельность не соответствует тем сведениям, которые содержатся в его индивидуальном лицевом счете. В связи с чем проводится работа по уточнению всех этих данных. В этой связи увеличиваются сроки рассмотрения заявления на назначение и, соответственно, увеличиваются сроки назначения. То есть человек при выходе на пенсию должен еще ожидать некоторое время.
Поэтому по инициации, да, скажем, социального фонда проводится вот заблаговременная работа. Она в своем идеале проводится за 2 года. За 2 года гражданин уже должен обратиться на заблаговременную работу для того, чтобы в момент выхода на пенсию у него, скажем так, был полный порядок С документами совсем. да, с его документами, которые необходимы для назначения пенсии. Ну вот для наших радиослушателей я бы хотела попросить вас пояснить, что такое индивидуальный лицевой счет, потому что многим слушателям, зрителям, наверное, в общем-то, это непонятно. Да. Ну, страховые пенсии, они назначаются по сведениям, которые содержатся в индивидуальном лицевом счете застрахованного гражданина, застрахованного лица. Эти сведения, они содержат в индивидуальном лицевом счете содержится вся трудовая деятельность, которая проходила у гражданина в период его трудовой деятельности. Официальная трудовая деятельность. Да, уточним, в период его официальной трудовой деятельности. Здесь у нас будут отражены в индивидуальном лицевом счете сформированные накопленные пенсионные баллы, периоды трудовой деятельности, да, периоды страхового стажа и в некоторых случаях сведения о заработной плате, которые были у него до 2002 года. Ну вот как раз следующий вопрос вытекает вот из вашего вопроса, да, вот как по вашему опыту. Каков процент будущих пенсионеров, которые сталкиваются с тем, что вот действительно не соответствуют вот тем записям трудовой книжки с индивидуальным лицевым счетом? Или вот, допустим, какие-то неполные, некорректные, допустим, какие-то записи? Ну, скажем так, полной статистики на этот счет нет. Но при обращении гражданина на заблаговременную работу в обязательных случаях проводится дополнительная работа по дополнению его лицевого счета. Это могут быть не только трудовой стаж, да, если даже у него периоды трудового стажа внесены все верно, но дополнительно могут быть внесены периоды о его военной службе по призыву, да, периоды ухода за ребенком, периоды ухода за лицом, достигшим 80 лет, или же за инвалидом первой группы. Все эти сведения, они необходимы, могут быть учтены в размер его пенсии. Угу. Ну вот с учетом переходного периода для многих, в общем-то, вопрос этот постоянно такой непонятный. В каком же возрасте в 26-м году у нас будут выходить мужчины и женщины на пенсию? Так, возраст у нас выхода на пенсию, как бы переходный период, он уже завершен. Да. Да, он завершен. В этом 2026 году, да, для жителей, для жителей нашей республики, да, у тех, у кого есть северный стаж, это у нас мужчины 68 и 69 70 годов рождения, женщины 73 75 годов рождения, и женщины, родившие 2 и более детей, это 76 и 78 годов рождения, которые должны уже подойти на заблаговременную работу в целях проверки их индивидуальных сведений. Ну, для наших зрителей и слушателей хотелось бы еще раз отметить, что заблаговременная работа для выхода пенсии – это очень важная составляющая для того, чтобы вам правильно назначили и учли все ваш трудовой стаж. Уважаемые зрители, слушатели, мы работаем в прямом эфире. Телефон на студии 32 2066 32 11 66. Звоните, задавайте свои вопросы. Сколько индивидуальных пенсионных коэффициентов лет стажа нужно иметь в 26-м
году, чтобы пенсию вообще назначили. Пожалуйста, Антонина Валентиновна. Добрый день всем. Индивидуальный пенсионный коэффициент в этом году, в 2026 году, требуется 30 баллов при имеющемся 15 лет РКС и 20 лет общего стажа. Это женщина 20 лет, 25 общего стажа это мужчина. 30 баллов. 30 баллов. Ну, просто вот для наших зрителей и слушателей хотелось бы уточнить. Недавно вот мы читали информацию в мессенджерах, что есть 40 баллов у женщин, которые родили 4 детей и более. Это совершенно недостоверная информация. 30 баллов – это максимальный балл. К нам в студию поступил звонок. Слушаем вас. Алло, добрый день. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. У меня у супруги 55 лет, да? Ага. И она в пенсионный фонд ходила в прошлом году. И ей сказали, что нужен северный стаж. У нее там до пенсии 2 года или сколько-то там не хватает. Ага. И еще сказали, что она может по минимальной какой-то этой на пенсию выйти. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Заранее вам большое спасибо. Благодарю за вопрос, пожалуйста. Ага. Ну, для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюсти ряд условий. Это достижение определенного возраста. В нашем регионе это женщины 55 лет, да, и 50 лет, которые родили 2 и более детей. А для мужчин установлен возраст 60 лет. Ну, касательно вопроса, это у нас женщина, которому исполнилось уже 55 лет, и ей, как мы поняли, довели информацию о том, что у нее не хватает 2 лет в районах Крайнего Севера, если я правильно понял, да? То есть для женщин, для выхода на пенсию в 55 лет у нас требуется 15 лет работы в районах Крайнего Севера и 20 лет общего стажа. У нее, по-видимому, не хватает стажа в районах Крайнего Севера. В этом случае вариант только в том, что доработать 2 года вот еще. эти 2 года. Да. Ну вот как раз тоже как бы вопрос немножко касаемо этого, сколько именно лет нужно отработать на Крайнем Севере, чтобы выйти на пенсию на 5 лет раньше общероссийского возраста. Мужчинам 15 лет. В общем, есть такой район, проработавший в районах Крайнего Севера 15 лет и приравнивание к ним в местностях это 20 лет. То есть и еще есть женщинам, родившие 2 и более детей, которые должны проработать 12 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет, соответственно, общего стажа. Ну и такой вопрос, который тоже, наверное, в общем-то, волнует многих наших слушателей и зрителей. Сохранится ли повышенный районный коэффициент к пенсии, если человек решит переехать из Якутии в другой регион на заслуженный отдых? Вот если у человека есть 15 лет работы крайний север стаж 15 лет, то у него будет, если даже переедет в другой регион с районным коэффициентом 1,0, у него будет сохраниться районный коэффициент 1,5, если имеет полный 15 лет работы в крайнем севере. Еще один звонок поступил к нам. Слушаем вас. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, 47 лет, в августе будет 48, 4 детей. Когда она может идти на пенсию? В каком возрасте? И что надо для этого? Ну, возраст выхода на пенсию для женщин, родивших 2 и более детей, это у нас, повторюсь, 50 лет. То есть вам уже надо подходить для проведения заблаговременной работы. То есть вы должны взять с собой паспорт, трудовую книжку, свидетельство о рождении детей обязательно, и подойти
по территориальный орган по месту жительства для проведения заблаговременной работы. Там специалисты вам определят право, ну и как бы подробно проконсультируют по всем интересующимся вопросам. Пенсионные Орджоникидзе или социальные? Нет. Но если это город Якутск, то да, Орджоникидзе 23, второй корпус. Да. Вы как раз вовремя обратились, 48 лет вам исполнится в августе, и уже, если у вас документы в порядке, то до 50 лет вы уже спокойно можете не думать об этом, и в положенный срок вам назначат пенсию. Есть ли какие-то особые условия выхода на пенсию для представителей малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни? Малочисленные женщинам 45 лет, мужчинам 50 лет, которые постоянно проживают в районах Крайнего Севера, или также проработавшие не менее 20 лет женщинам и 25 лет мужчинам в качестве оленеводов, рыбаков, охотников и промышленников. То есть для малочисленных народов Севера. Потом еще, да, это я вот про оленеводов рассказала. Да? Еще есть такая малочисленная народа Севера, которая при возрасте мужчинам 55 лет, женщинам 50 лет, и также проживающие в районах Крайнего Севера, они выходят в социальную пенсию. Все понятно. Еще один звонок в студию поступил. Слушаем вас. Алло, добрый день. Алло. Говорите, да. Здорово. Здорово. Первая группа инвалидов, а он на то был пенсионная выдвигается. Уточните, пожалуйста, дату рождения. Какого года рождения и дата рождения, месяц, число? 1946 года. А месяц, число? 21 января. 21 января. Скорее всего, уже перерасчиталась. Надо посмотреть. Ага. Это надо... Первая группа едет. Первая группа. Он уже лагерь был, повышенный. Да. Только имеет первую группу, только вышло или оно было первой группы? Первая группа только вышла или оно было первой группы? Первая группа 16 лет тому назад была. Он уже 80 лет, говорит, да? Они также получают они? Повышенным размером фиксированным выплату не получают? То есть фиксированная выплата ему уже была 16 лет тому назад назначена, поскольку ему была оформлена первая группа инвалидности. То есть по достижении 80 лет эта сумма ему как бы не полагается. Да, он такую же сумму получает. Да, он такую же сумму в повышенном размере. Уважаемые зрители, уважаемые слушатели, хотелось бы донести до вас такую информацию для пенсионеров. Многие привыкли носить с собой бумажную справку или пластиковую карточку, чтобы подтвердить статус пенсионера, но теперь все стало гораздо проще. Ваше удостоверение переехало в мобильный телефон в виде обычного QR-кода. Это цифровой ключ ко всем вашим льготам. В чем же удобство? Всегда под рукой. Телефон мы обычно никогда не забываем, в отличие от документов. Больше не нужно переживать, что справка осталась где-то в сумке или помялась. Никакой волокиты. Вам не нужно никуда идти, писать заявление. QR-код уже создан для каждого пенсионера автоматически. Универсальность в том, что один и тот же QR-код, он работает во всех городах, и в Якутске, и в Москве, и в любом другом городе России. Где же пригодится этот QR-код? Везде, где пенсионерам положены скидки. Это в автобусах, чтобы подтвердить ваш статус пенсионера на льготный проезд, в магазинах, аптеках,
для выхода, для отдыха в театрах, музеях и на выставках. Все очень просто. Заходите в личный кабинет на портале госуслуг. Код уже там. Если вы уже пользуетесь виртуальным помощником Максом, то можно попросить его показать удостоверение, и тут же его откроет. Так, уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу. Еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны студии 32 2066, 32 11 66. И к нам в студию поступил звонок. Слушаем вас. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Уточните, пожалуйста, ходят слухи или разговоры о том, что женщины, имеющие детей 70-х, 80-х годов рождения, могут подойти в пенсионный фонд для перерасчета пенсии. О чем это речь вообще? Уточните, пожалуйста, если есть такой порядок закона. Добрый день. С 2025 года у нас изменения в законе есть. И раньше, как учитывались дети баллами только до 4 детей, а сейчас учитывают всех детей, хоть там 10, хоть там 5. Тогда 5 может, и более. Да, 5 и более может подойти перерасчету, заявление написать, и, возможно, у вас будет, наверное, еще выгоднее. Баллы прибавить могут то быть. есть это не касается женщин, у которых 2-3 ребенка. Это да, касается женщин, которые имеют более 5 лет, для того, чтобы внести дополнительно 5-го ребенка, 5-го, 6-го и далее. А до 4 лет они при назначении уже все учитывали. До 4 детей. Ага. Так, а какие льготы по стажу и возрасту положены родителям, воспитавшим ребенка-инвалида до 8-летнего возраста? Родителям инвалидов детства, воспитавших их до достижения 8 лет, достигшим возраста 50 лет женщинам и 55 мужчинам, имеющим страховой стаж, 15 лет женщинам общего стажа и 20 лет общего стажа мужчинам. При этом не важно, когда ребенок станет инвалидом до 18 лет. Угу. То есть им назначается пенсия. Да. Еще один звонок поступил. Слушаем вас. Алло, добрый день. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос по ИПК. Почему они разнятся? Например, я запросила выписку с индивидуального лицевого счета через МФЦ, да? Там совсем другая цифра. 44 с чем-то. А по данным у меня пришел отказ, да? Там мне прописали, что не хватает ИПК до 30, там 29,630, ну, сколько-то там. И пришел отказ. Почему такие разные данные? Ну, скорее всего, количество баллов, оно было актуализировано по подаче заявления на назначение пенсии. То, что изначально было отражено сумма пенсионных баллов 44, да, оно может было с учетом тех сведений, которые не были учтены или наоборот учтены в трудовой книжке. Ну, тут, скорее всего, индивидуальный такой случай, да, потому что с 44 снизить до 28, да, если я правильно понял. Тут нужно уже как бы уточняться, поэтому вам лучше подойти по месту жительства, да, территориальный орган, и там уже как бы получить более подробную консультацию, потому что не видя тех данных, которые имеет гражданин, мы вот так вот прямо не можем проконсультировать. Это все-таки работа такая индивидуальная, да. С каждым пенсионером нужно отработать все это индивидуально, поэтому действительно мы вам посоветуем подойти в клиентскую службу по месту жительства для того, чтобы уточнить ответы на ваши вопросы. Ну и следующий вопрос, с которого еще один звонок поступил. Слушаем вас. Алло, добрый день. Говорите. Алло. Положили трубку.
Правда ли, что стаж участника в СВО засчитывается в двойном размере? И как это будет отражаться в пенсионном деле? Стаж в СВО учитывается в размере 1 год 1,6 баллов. Это стаж СВО. А есть еще стаж, период, который есть участие в боевых действиях, учитывается в двойном размере. Это 1 год и 3,6 баллов, то есть в двойном размере. То есть вот вы уже сказали, сколько баллов начисляется за 1 год участия в специальной военной операции. Хорошо. Как можно проверить, все ли периоды работы в 90-е годы учтены в социальном фонде? Что делать, если предприятие действительно уже закрылось, а записи в трудовой книжке нету и архивные данные не сохранились? Ну вот как раз таки для этого и проводится заблаговременная работа по обращению гражданина. Если мы видим, что данные не совпадают, да, с трудовой книжкой, мы запрашиваем те сведения, которые необходимы и которые необходимо уточнить. То есть запросы направляются работодателю. Если работодатель, он ликвидирован или в настоящее время, ну, как бы не действующая организация, да, то мы направляем запросы в архивные учреждения. В случае подтверждения этих данных, да, мы вносим эти периоды в индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. А если в архивах не сохранились, допустим, документы, как быть человеку? Так, тут уже опять же идет индивидуальный подход, да, к каждому случаю, потому что гражданин не может быть виновен в том, что, да, что его бывший работодатель каким-то образом не сохранил те или иные сведения, которые могли быть учтены в его трудовом стаже. Поэтому, еще раз повторюсь, при рассмотрении таких вопросов мы как бы делаем индивидуальный подход к каждому гражданину. Но если действительно все это ничего не подтверждается, то, к сожалению, стаж может быть не учтен. Можно ли оформить пенсию полностью дистанционно, не приходя, вот, допустим, в клиентскую службу Социального фонда России? Ну, опять же повторю, ну, это цель и как бы задача заблаговременной работы, да, чтобы человек все это сделал дистанционно. Он может один раз подойти за 2 года, да, до наступления права, или же, если он работает в учреждении, в организации, с которым у социального фонда есть соглашение об информационном взаимодействии, то через кадровые службы работодателя данный гражданин может направить документы, да, которые подтверждают, которые необходимы для назначения страховой пенсии по старости. И впоследствии уже за месяц до наступления права на пенсию также опять через работодателя или через госуслуги подать заявление на назначение пенсии. То есть хочу обратить внимание, что обращение на заблаговременную работу и подача заявления на назначение пенсии — это как бы 2 разные вещи. Вы обратились на заблаговременную работу, как бы и забыли, да? Но потом уже до наступления, за месяц до наступления или в течение месяца до наступления права на пенсию вы обязательно должны подать заявление на назначение страховой пенсии. К нам в студию поступил звонок, слушаем вас. Алло, добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Слушаем ваш вопрос. У меня такой вопрос. Сейчас пенсионные баллы, да, 15 лет стажа. И когда я ходил в пенсионный, они говорят, вы можете купить, у меня не хватает 3 года. И говорят, вы можете купить эти стажи. И сейчас сколько стоит за год?
вот эти Пенсионные баллы. Мгм. баллы в деньгах получают. Или как? Мгм. Ну, купить это, как бы, скажем так, немножко неверное понятие, да. В данном случае, если у человека не хватает пенсионных баллов, он самостоятельно может вступить в добровольные правоотношения с социальным фондом для уплаты страховых взносов, да, как раз таки для приобретения вот этих пенсионных баллов. То есть так, размер данного взноса, да, он зависит от прожиточного минимума. Ошибаюсь? От минимального размера оплаты труда. Оплата труда. Да. Ага. И в этом году за 26 год, по-моему, это за 1 балл, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то около 70 тысяч. Но для этого нужно, опять же, обратиться в управление персонифицированного учета, да, там уже как бы более подробно могут проконсультировать. Ну или же, опять же, в клиентскую службу по месту жительства. Но тут немножко хотелось бы еще поправить наших слушателей, телезрителей. Понятия пенсионного фонда как такового нету сегодня. Назначением пенсии занимается Социальный фонд России в Республике Саха-Якутия, конкретно отделение Социального фонда России по Республике Саха-Якутия, поэтому, пожалуйста, имейте в виду. Выписка из индивидуального лицевого счета, вот как ее можно получить и на какие ключевые показатели там нужно вот смотреть в первую очередь. Так, выписку из ЛС можно заказать из личного кабинета госуслуг, опять же через МФЦ, да. Если вы заказали через госуслуг, то выписка формируется в течение суток. В течение суток оно поступает, опять же, в личный кабинет, да. На что обратить внимание в выписке? На первой же странице у нас отображаются персональные данные, ФИО с датой рождения, да, и сразу же, да, там указана величина накопленных сумм пенсионных баллов. И у нас там, опять же, в первой странице отражается общий стаж, который накоплен в период всей трудовой деятельности с учетом льготного стажа. Ну, у нас, если сказать для жителей нашей республики, да, там указывается стаж в районах Крайнего Севера. А далее в этой выписке, да, будут указаны периоды по дням, по годам трудового стажа. Ну вот на следующий вопрос вы частично в своих ответах ответили, но тем не менее нужно, мне кажется, задать, и это очень, наверное, будет важно для многих зрителей, слушателей. Вот, допустим, что делать человеку, если вот период деятельности с 95-го, вот, допустим, по 98-й год, они отсутствуют на базе. Вот что делать этим людям, куда обращаться? Ну, обращаемся в социальный фонд по месту жительства. С собой обязательно мы берем паспорт и трудовую книжку, да, и уже на месте специалисты как бы подробно проконсультируют, объяснят, проверят те записи трудовой книжки, которые необходимо подтвердить. Опять же, направят запросы и в архивные учреждения, или это действующая организация, то в организацию. Ну вот бывает часто так, что вот в старых трудовых книжках размыты печати или
или того еще страшнее, фамилия, имя, допустим, с ошибками написано, да? Вот как быть в таком случае, или в принципе это не очень критичная ошибочка? Нет, скажем так, по правилам ведения трудовых книжек, да, это уже считается как ошибочно внесенные данные. Поэтому в целях подтверждения, если печать нечитаема, да, если отсутствует подпись, если отсутствует основание по периодам трудовой деятельности, то в этом случае обязательно направляется запрос по прежнему месту работы. А в случаях изменения, неточностей по фамилиям, да, то в трудовой книжке достаточно записи, внесенной специалистом отдела кадров, да, или работодателем в трудовую книжку, да, с указанием оснований изменений или уточненных сведений. По идее этого достаточно, но если этих же записей нету, то опять же мы запрашиваем в компетентные органы. Еще один звонок в студию поступил, слушаем вас. Алло, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Ага, в какие года, года рождения попадают на перерасчет пенсий? Так, пожалуйста, еще раз вопрос повторите. Вот в каком-то году... Добрый день. Говорите, пожалуйста, у нас время ограничено. Года рождения пенсионеров попадают на перерасчет пенсий. Имеет в виду предыдущие, которые, да? Любой, которые родили 5 и более детей. То есть вы, видимо, радиослушатель, зритель имел в виду матерей, которые пересчитывают детей. Да, которые имеют. Ага. Дальше у нас еще время есть в эфире, совсем мало времени остается. Давайте каким-то образом завершим нашу сегодняшнюю беседу. О чем важно помнить, чтобы день назначения пенсии стал все-таки для человека праздником, а не походом по судам, по архивам и так далее. В заключение скажу, что заблаговременная работа, она именно предназначена для того, чтобы назначение пенсии было праздником для гражданина. Поэтому мы проводим его за 2 года и обязательно до наступления права в течение месяца мы должны подать заявление. Итак, уважаемые радиослушатели, это была программа «Якутск сегодня». Мы завершаем на YouTube нашу программу. Всего вам доброго, до новых встреч. До свидания.